Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. У партыі «Зялёныя» новы лідар Дмітрый Кучук, вядомы прыхільнік палітызацыі дзейнасці партыі. Пра тое, чаму зялёныя вырашылі здрадзіць шматгадовай палітыцы, а палітычнасці, выбачайце за каламбур, і больш увагі вырашылі аддаваць менавіта палітычнаму складніку сваёй дзейнасці, і ці азначае такая змена, што экалагічнаму напрамку будуць аддаваць менш увагі, мы сёння і пагаворым з новаабраным лідарам зялёных Дмітрыем Кучуком. Добрый день. Привитание. Зміцер, ці можна вас віншаваць? Ну, можно. Я думаю, что, значит, конечно, можно, но еще есть определенные процедуры, которые должны пройти внутри организации. Это, значит, мы должны подать протокол Министерства юстиции, нас должны признать, и потом уже, конечно, можно говорить о том, что я являюсь полноправным членом Беларуси. Я зараз не про процедурные пытанні говорил, ці можна, ці не. Я про, на ўзровень адказнасці, па-першае, а па-другое, вот вы не паспелі стаць, абраць вас, прагаласаваць за вас як за новага лідара, як на вас вылілася шмат рознага негатыву, часам нават бруду і знявагі праз сацыяльныя сеткі. Не было такого, что сел подумал, да на чёрта мне это было трэба? Нет, я четко представлял, что нужно делать, и четко формулировал те цели, которые мы должны были, значит, которые мы пропагандировали, и на съезде голосовали как раз-таки за эту программу. Что касается наезда Владимира Маскевича, для меня это не первый, наверное, наезд, потому что, когда я был еще совершенно молодым человеком, в 2006 году в офисе Александра Миленкевича я что-то сказал против позиции Владимира, и тогда получил в свой адрес кучу критики, и тогда подумал, что это за человек, что он предлагает, и все остальное. Но я хочу сказать, что, мне кажется, Владимиру Маскевичу не стоит больше критиковать лидеров оппозиции, потому что все-таки политическая партия оппозиционная находится в оппозиции, а больше концентрироваться на том, чтобы критиковать как раз-таки власть и употреблять те слова и те, скажем, высказывания, которые можно адресовать в адрес президента, премьер-министра, всех, и в этом ключе вести дискуссию, а не критиковать лидеров партии, и в частности меня, потому что фактически я только 3 дня как председатель партии, а уже столько негатива. Поэтому надо менять акценты, мне кажется, для Владимира. Если что касается позиции о том, чем говорят в социальных сетях. Давайте больш падрабязна пра прэтэнзіі, якія да вас выставляюцца. Мы крыху пазней, зараз пра ўсё ж такі партыю. Давайте першае. Вот вы даўно ўжо яшчэ, як былі намеснікам старшыні, заўсёды казалі і ў нас в праграмах, і ў прыватных размовах, што ўсё ж такі зялёныя беларускія павінны больш быць такія палітычна актыўныя. Прыводзілі ў прыклад калег з еўрапейскіх партый, якія нават трапляюць у мясцовыя парламенты, палітычныя дзейнасці актыўна ўдзельнічаюць, у адрозненні ад беларускіх зялёных. Чаму вы вырашылі, што мы ж гаворым пра рэаліі? У Еўропе адно палітычнае жыццё, ў Беларусі зусім іншае. Некаторыя кажуць, што яго ўвогуле няма. Навошта было увязываться? Мне кажется, единственная цель, которую я хочу сделать в условиях даже Беларуси, это превратить экологический активизм в политический. То есть для того, чтобы белорусская партия зеленых стала более заметной политической силой, чтобы мы укрепили свои региональные структуры, чтобы у нас не было только зарегистрирована одна ячейка в Гомеле, а было во всех областях. То есть это чисто такие технические вопросы. Нужно готовить зеленых политиков, несмотря на то, что там происходит, нету в Беларуси выборов, все равно этих политиков нужно готовить, чтобы они могли
и понимали, как там формируется мнение там, местных советов, что такое парламент, что такое зеленая идеология. Вот в этом направлении заниматься развитием партии, а не, скажем, заниматься чисто такими образовательными там, процессами. Я тоже этим должен заниматься, но если мы посмотрим все-таки классические там, партии, значит, в Европе, в Германии, в Швеции, в Германии, то как раз-таки политические партии готовят этих зеленых политиков, а не занимаются там больше, значит, образовательными процессами. И в этом, значит, смещение акцента в белорусской партии «Зеленые» и программу, которую я декларировал на съезде, как раз-таки было в этом ключе. Партыя «Зеленая», в прынцыпе, колькі гадоў дзейнічала менавіта ў такім, груба кажучы, НДОшным накірунку, займалася больш такім актывізмам, мала звязвалася з палітыкай. І зараз раптам вы кажаце, ідзем у палітыку, займаемся палітыкай. А людзі гатовыя? Яны ведаюць, што ў гэтай палітыцы рабіць? Я думаю, что знают, то есть и на съезде как раз-таки вот итоги голосования не показывают, что члены партии как раз-таки проголосовали за эту стратегию, потому что там действительно была борьба между мной и Ириной Сухой о том направлении, куда там двигаться в ближайших 4 года. И вот проголосовавшие, там за меня проголосовало 25 человек, за Ирину 23. И как раз-таки на съезде была борьба стратегий, то есть обсуждались вот эти вот моменты, и голосование показало, что именно вот это направление выбирает партия. Я думаю, что люди понимают, если не понимают, мы будем ездить по регионам, рассказывать про это, мы будем готовить наблюдателей на выборах, которые могли бы отстаивать голоса там, наших кандидатов, значит, и бороться за то, чтобы в Беларуси были выборы свободные и честные. Вот в таком направлении, и как раз-таки в условиях Беларуси этим должны заниматься политические партии, а не общественные организации. То есть общественные организации – это те организации, которые там, в классическом понимании должны заниматься там, образовательными там, какими-то программами. А политическая партия, я думаю, что она должна чисто заниматься больше акцентами в плане политики и вот видеться в таком ключе. Глядите, вы сами сказали, что за вас проголосовало 25 человек, и 23 человеки проголосовало за Ирину Сухій. 2 голоса – гэта невялікая перавага. Ці можна казаць, что партия приняла рашэнне рухацца у гэтым накірунку? Но если даже 2 голоса в условиях, скажем, того, чего обсуждался... Дзякуючы этим 2 голосам вы атрымалі перамогу, але 2 голоса гэта вельмі вялікая, маленькая розніца, каб казаць, фактычна палова партыі за вас, крыху менш паловы за Ирину Сухій. І нельга казаць, што партыя прыняла рашэнне, што трэба ў гэтым накірунку рухацца. Но съезд... Расколу не будзе? Я не думаю, что будет раскол, потому что внутри партии все-таки остался костяк, это там и Григорий Федоров, известный там юрист по экологическому праву, пришел новый совершенно человек, Денис Тушинский, который занимается зеленой там, местной повесткой региональной, он тоже преподаватель университета. Пришла Ольга Харламова, значит, является заместителем председателя организации, как раз-таки, которая занимается преподает экономику в университете. Остался костяк, то есть сместились акценты. И мы готовы, скажем, к тому, чтобы в партии остались там и Ирина Сухих, и Анастасия Дорофеева, как раз-таки которые занимаются этими проектами. Пускай они приходят, мы будем общаться, двери партии всегда будут открыты. Я не вижу здесь каких-то там расколов. Я считаю, раскол в партии – это когда будут создаваться какие-то оргкомитеты, там еще создаваться одна партия, пытаться. В этом есть раскол. Но пока таких, в принципе, насколько я знаю, вариантов не рассматривается. Все ж таки, калі гаварыць про тое, што выбралі палітычны такі накірунак, што перш за ўсё у гэтым накірунку зараз менавіта плануеце зрабіць? Я сыходжу з таго, што партыя ўжо заявіла, што на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах яна не будзе ўдзельнічаць сваім кандыдатам. Да, тут немножко такое, конечно, было, значит,
вроде бы мы взяли такую стратегию, но в то же время проголосовали за то, что мы не выставляем своего кандидата. Но мы будем участвовать в процедуре, значит, наблюдения за праймери, за единым кандидатом. Может быть, возьмем часть каких-то там работ по этой процедуре. Значит, потом нам было бы интересно во время этих поездок поездить по регионам, участвовать во всех этих процедурах. Я думаю, здесь нет, скажем, никаких там спорных вопросов с точки зрения там выбора как бы единого. Вот в таком ключе мы будем взаимодействовать с другими политическими партиями в момент кампании 2020 года, не выставляя своего кандидата. Але вот менавіта гэта, што вот нібыта Кучук ужо зараз пойдзе там ледзь не на выбары кандыдатам, ці партыя будзе выстаўляць сваіх кандыдатаў, стала і асноўнай прэтэнзіяй таго ж самага Владзіміра Мацкевіча. Что дало ему подставы? Может быть, на съезде все ж таки обмерковывалось? Да, конечно, это обмерковывалось, и я в своей речи говорил о том, что я бы хотел участвовать в процедуре выдвижения единого там кандидата демократических сил, но, к сожалению, партия приняла такое решение, и я буду придерживаться этого решения. Что касается других, и у меня было личное, скажем, такое ощущение, что если, значит, я не стану председателем партии, то я не буду выдвигать свою кандидатуру, значит, в руководящие органы партии, и, соответственно, буду больше участвовать в праймерис единого кандидата в президенты. Но хочу сказать, что я буду готовиться к 2025 году и буду участвовать в кампании президентской в 2025 году. То есть для меня это мое личное решение, и все эти 5 лет буду готовиться как раз-таки к этой кампании. Ну вот першы раз я, в прынцыпе, напэўна, чую, калі палітык заяўляе пра тое, што ён рыхтуецца і будзе канкрэтна рыхтавацца да выбараў за 5 гадоў да гэтых выбараў, а не як звычайна у нас там робіцца ў лепшым выпадку за год заяўляюць, за паўгады пачынаюць рыхтавацца. А што будзе ў этой падрыхтоўцы? Ну, во-первых, мы будем, значит, выстраивать региональные структуры. У белорусов будет возможность следить за моей политической как бы деятельностью и принимать решения, не скажем, не в последний момент, а на основании, значит, вот этих... того, что я буду делать за все эти 5 лет в партии «Зеленых». Ну, если мы станем более активны, более заметны, то, конечно, в итоге, возможно, там... мы добьемся результата, и стратегия будет на то, чтобы мы должны победить в 2025 году. Не просто там участвовать, а именно стратегия победы. И в этом направлении я буду двигаться и укреплять именно как раз-таки политическую силу для того, чтобы принимали решения, с нами считались как внутри демократических организаций, так и, соответственно, вовне. Ну, тут ёсць нюансы. Вы ж самі сказалі, што старшынёй партыі вас абралі на 4 гады, так. А выбары праз 5 гадоў. До выбораў, можа, вы ўжо і не будете кіраўніком партыі, і партыя вас не зробіць кандыдатам партыйным? Может быть, и такое, но у нас ротация в партии. Если посмотрите, значит, как развивалась партия, то есть Олег Новиков был 2 срока, была Анастасия Дорофеева срок, сейчас у меня полномочия на 4 года. Конечно, если я не справлюсь с теми программами, с теми действиями, которые были мной озвучены, то, конечно, меня не изберут на, значит, на дальнейший срок. Но я не держусь скажем, за место, и у нас есть ограничение, что председателем партии может быть только 2 срока. Поэтому вот здесь такой расклад. То есть если я не справлюсь внутри организации, если я не добьюсь тех целей, которые я перед собой поставил, то, конечно, будет сложно рассчитывать на поддержку общества в рамках там большой политической кампании, которая будет в 2025 году. Але вот скажите,
па шчырасці, якія ж ўсё ж такі свае асабістыя дробізныя інтарэсы вы пераследуеце, как бы стаўшы і кіраўніком партыі, прэтэндую, калі змагаліся за это, і зараз вот вырашыўшы там палітыкай заняться? Ну, Я ж не могу Мацкевичу не верить, и он так стверждает. Ну. Знаете, я никогда, допустим, если вы намекаете на какие-то общественные... Я все-таки предприниматель, да, то есть я не писал каких-то проектов, связанных, скажем, там, с экологическими активностями, либо так, какие проекты подаются, там, допустим, в общественные организации на те программы, которые они хотят озвучивать. Сейчас, конечно, значит, став председателем, многие организации, многие наши партнеры, ну, работают больше с организацией, чем, допустим, с личностью, да, то есть, соответственно, мне сейчас придется в любом случае, значит, заниматься вот этими проблемами, но я никогда не настаивала, и люди, которые хотят этим заниматься внутри организации, они могут этим заниматься. Что касается личных, то здесь больше, скажем, ну, когда вы находитесь там 20 лет в партии, то иногда, поверьте, хочется, чтобы партия, ну, как бы добивалась чего-то, чтобы это было какое-то искреннее движение вперед. То есть здесь я достаточно там финансово нормально себя чувствую, нету никаких, скажем, таких каких-то там корыстных вот там влияние, что там партия даст каких-то финансовые там возможности. Прежде всего здесь речь идет о том, чтобы нужно выстроить структуру. И поверьте, что я больше болею за структуру, чем, скажем, преследую какие-то там вещи, о чем говорит Владимир Маскевич. Глядзі, вы самі сказали про тое, што выбараў у краіне няма. У той же час вы кажаце, ну да, вот падчас гэтай выбарчай кампаніі не ўдзельнічаем, можа быть, назіральнікі будуць ад зялёных, але 25-й мало таго, што удзельнічаеце асабіста вы ў якасці патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты, так яшчэ і скіраваныя толькі на перамогу. Так выбараў уже няма. Но, скажем, шансы есть всегда. Я, если посмотрите, скажем, как развивался съезд, то я был в оппозиции, скажем, внутри партии и победил на выборах. Если говорить в масштабах как бы страны... У вас просто там партии Ярмошиной своей нет. Может быть, да. Но если говорить в масштабах страны, то есть разные стратегии того, чтобы добиться, чтобы считали голоса. То есть можно просто критиковать, а можно бороться за то, чтобы прошли изменения для того, чтобы, значит, у нас появились выборы, по крайней мере, начали считать. Если мы посмотрим просто про аналитику, то у Александра Григорьевича даже в 2020 году очень маленький рейтинг, то есть порядка там 13-17%. Любой демократический кандидат набирает примерно такое же количество, просто став этим кандидатом. И дальше нужно добиваться, чтобы в стране был второй тур. Как этого добиваться? Конечно, нужно разговаривать со всем этим самым. Но то, что шансы есть, и то, что за эти шансы нужно бороться, именно в 2020 году, я здесь как бы уверен и буду этого добиваться и пытаться, чтобы этот единый кандидат все-таки не сливал, скажем, вот эту волну недовольства, которая была там, допустим, по сравнению, допустим, в 2015 году. Ну, вы аптыміст, я вам скажу, як наконт і ўзроўню падтрымкі дзеючага кіраўніка краіны, так і ўзроўню падтрымкі кандыдатаў ад апазіцыі. Вы не паверыце, колькі разоў я тут чуў у студыі нават ад прадстаўнікоў апазіцыі слова пра тое, што, на жаль, беларусы не давяраюць апозіцыі, ну вот афіцыйнай апозіцыі, так бы зарэгістраваным партыям, што яны сябе ўжо за столькі гадоў скампраметавалі, што казаць пра тое, што кандыдаты ад гэтых партый ад пачатку маюць там падтрымку ў 17% галасоў, ну как-то даволі... Ну, вы знаете, ну, давайте там посчитаем. То есть я видел, скажем, ну не видел, но примерно я был наблюдателем в Островце, где, значит, была туда, там было 2 или 3 тысячи человек, которые работали на атомной станции и были, скажем, с разных регионов. Их туда завозят вахтовым методом, они там строят. Вот они там голосовали. И поверьте мне, что я, значит, чуть-чуть вот так вот пролистал бюллетени, такие, как были там за Короткевич и за Александра Лукашенко. И видел папку, которая была, значит, лежала на столе.
Так вот, за Татьяну Короткевич даже тогда проголосовало 40%, и это говорит о выборке вот, по всей Беларуси. То есть, а ей дали 4%. И она не стала с этим, как бы, эти голоса отстаивать. Так я вот хочу, чтобы в 2020 году именно как раз-таки мы отстаивали вот эти голоса. Если мы не будем, как там политики, либо как гражданские люди этим заниматься, то тогда, конечно, и страна, ну, как бы не поменяется. То есть все зависит как раз-таки от нас. И за это нужно бороться, нужно протестовать, нужно выстраивать какую-то стратегию. И там 10-й год, ну, все мы знаем, что было там в 50-м году. И такая поддержка была, и она никуда не делась. Эти люди готовы, может быть, и говорить, и то же самое делать, что будет и в этом. Потому что единственным шансом, единственным моментом можно сделать только в момент президентской кампании перевернуть всю ситуацию с ног на голову. Другого шанса в Беларуси просто не может быть. И других технологий, так как это там рисует Лидия Ермошина, в принципе не существует. Поэтому нам нужно думать в этом направлении и, значит, бороться за то, чтобы все-таки страна пошла по другому направлению, по другому курсу. У прынцыпе я з вами згодны, але адно але, як кажуць, пераважная большасць вось гэтых незгодных, уся іх нязгода абмяжоўваецца каментарамі ў Фейсбуку там ці дзе-небудзь в Аднакласніках. Не пойдуць яны пратэставаць, абурацца, як вы кажаце. Як вы плануеце зменіць эту сітуацыю? Знаете, я тут с вами не согласен. Вот, мне кажется, если лидеры будут показывать свою борьбу, если лидеры политических партий будут четко формировать свои месседжи, то люди их поддержат. Вот. Поэтому я в этом направлении как бы оптимист, и для этого, конечно, нужно заниматься и все остальное. Ну, как бы в этом направлении нужно двигаться. Если же мы будем, конечно, там, может быть, вести какую-то другую политику, ну, тогда и шансов у нас не будет, и будет то же самое, что будем сидеть в Фейсбуке, там, писать какие-то посты, там, что-то там критиковать эту бедную оппозицию какими-то там словами непонятными, какими, вместо того, чтобы критиковать власть и критиковать того, кто несет ответственность за то, что происходит в стране. То есть это разные техники. Но все зависит от белорусов. Это не зависит, скажем, от какого-то там... Вот, все в руках. И мы посмотрите, что происходит в Европе и в разных странах. То есть в какой-то момент люди выходят и высказывают свою позицию. И если гражданское общество готово там... Ну, так как ассоциирует Маскевич, просто бойкотировать, сидеть, то, в принципе, она же тогда выходит на стороне там Александра Лукашенко, потому что ему выгодно, чтобы, как бы, чтобы люди просто ничего не делали и там, мягко говоря, молчали, а придерживались там стратегии бойкота. В этом как раз-таки, может быть, и интрига, и поэтому вот так видится, не знаю. То есть я надеюсь, что белорусы все-таки как-то прочнутся и будут отстаивать свою позицию и добиваться. За нас это не делает никто. Вот мне падабаецца такі паварот дыскусіі завочнай паміж вами і Мацкевічам. Мацкевіч, вас і ваше жаданне ці імкненне ўдзельнічаць у выбарчым працэсе, хай не зараз, хай там, можа быць, у наступных, называе тое, што вы працуеце на легітымізацыю дзеючага рэжыма, на баку Лукашэнкі і гэтак далей. А вы кажаце, што не, Мацкевіч, гэта ты сваімі заклікамі да байкоту працуеш на легитимизацию режима. Короче кажучи, все мы тут працуем на Лукашенко. Нет, смотрите, давайте вот подумаем и выстроим логику, то, что предлагает там Владимир Маскевич. Значит, мы все сидим там на диване, бойкотируем, приходит там 30 число, на 31, то есть никто не занимается ни наблюдением, ни соблюдением фактов там, о том, как прошли выборы. То есть политические партии просто бойкотируют. 1 числа Лидия Ермошина создает пресс-конференцию и говорит, значит, Лукашенко победил. Какая будет после страна? Маскевич говорит, мы соберем там какую-то там эту, как это называется, у него конференцию, объявим там 5-ю какую-то республику, Маскевича выбираем председателя этой республики, и международное сообщество говорит, а где ваши доказательства, что Лукашенко нелегитимный?
То есть Маскевич будет каким-то там вроде бы как бы лидером, но в то же время доказательств у нас того, что выборы прошли там нечестно, у нас нет. И кто признает тогда вот эту вот там Пятую Республику и все остальное? То есть, и какая будет после этого страна? То есть если страна не готова бороться, то, соответственно, и никто не будет бороться. И вот эта стратегия, скажем, вот то, что предлагается, нужно смотреть не в плане там, перспективы до выборов, а больше думать о дальнейшем. То есть они предлагают там, конкретный бойкот вот этого всего. То есть мне видится это в таком ключе. Добра, што ж все ж таки будзе з палітычным складнікам разабраліся збольшага. Дыскусію з Мацкевічам правялі. Думаю, чакаем адказу на абвінавачанне з вашага боку да яго. Што з экалагічным складнікам? Що ж таки зараз усе ў палітыку і а хто будзе змагацца супраць вырубкі лясоў і асушэння болотаў? Будем змагаться. Есть, я уже повторил, есть активисты, которые готовы в этом направлении двигаться. Я призываю всех, значит, кто этим занимался, вливаться в эту партию, то есть в нашу партию, и, в принципе, отстаивать вот эти интересы. Можно отстаивать их по-разному. Я готов, как там лидер партии, приходить на все эти общественные обсуждения, все эти проблемные точки, в статусе председателя партии задавать неудобные вопросы и говорить о тех проблемах, которые там существуют. И в то же время я думаю, что у нас будут эксперты, которые будут это давать там юридическую оценку, помогать, значит, с каким-то юридическим обоснованием. Тот же Григорий Федоров остался внутри организации. Значит, и в принципе, но мы еще будем готовить все-таки зеленых кандидатов, которые тоже будут становиться политиками и которые будут, значит, в принципе, тоже комментировать это не с точки зрения, там, допустим, экологического активиста, а именно с точки зрения какого-то там потенциального кандидата там, на местных выборах, какого-то там, вот, то есть больше там говорить о политических плоскостях, скажем, в плане там, то, что нарушается права граждан там, на свою, скажем, на свою гражданскую позицию. В этом ключе будет как-то, ну, как бы упор делаться. Но мы не говорим о том, что мы не будем заниматься вот этими всеми протестами против там, нарушения, прежде всего, экологических прав. В этом направлении партия тоже будет продолжать свою работу. И я приглашаю там и Ирину Сухих, и Анастасию Дорофееву все-таки включаться в работу, а не, скажем, как-то на эмоциях, ну, как бы говорить о каких-то там нелегитимности, либо о каких-то других вещах. Ага, и вас так само уже нелегитимным там объявляют. Ну да, там есть внутри организации такой, скажем, момент, что Ирина Сухих сказала, что голосовал один человек, который не является членом партии. Это, в принципе, было такое голословие, но нужно понимать, как проходило голосование. Я уже говорил, что с Гомеля, и у нас там единственная зарегистрированная структура, и в случае, если там дальше развивать позицию с точки зрения там, легитимности, нелегитимности, то получится, что мы должны были вообще съезд проводить там Центральный совет, и единственная зарегистрированная организация – это Гомельская. Вот. Но мы дали возможность всем членам принимать участие, скажем, в этом процессе, и это, в принципе, на съезде была достаточно прозрачная подсчет голосов, была мандатная комиссия, были все соблюдены все процедуры, и там и та же Вероника, которая занималась организацией, как раз-таки выдавала эти мандаты, поэтому говорить сейчас голословно, заявлять о каких-то там нелегитимных процедурах, мне кажется, ну, не стоит. Самай галоўнай экалагічнай небяспекай сярод іншых, ну самай галоўнай, зялёныя лічаць атамную станцыю. Уявім сабе, от ад партыі зялёныя хтосьці стаў дэпутатам парламенту, да прыкладу, там вы там ці не вы, не мае розніцы. Вось ён дэпутат, ён ідзе са сваім месаджам, там закрыць беларускую атамную станцыю. Вот реально, калі глядзець, вот што ён, ваш там палітык, кандыдат, дэпутат ад зялёных зможа зрабіць, добиться? Но, может быть, скажем, в условиях того, что в парламенте вообще не звучит тема атомной станции, то есть никто эту тему не поднимает,
человек, который будет поднимать эту тему, выходить на трибуну этого парламента, говорить об этом с учетом там, средств массовой информации. Значит, в принципе, пытаться писать эти запросы, пытаться заострять внимание на запросах, на том, что там происходит с точки зрения качества строительства, выходить на международные, хотя это понятно, если он там не избран, там легитимно, это там невозможно, но все-таки поднимать это на международном уровне для того, чтобы озвучивать эту позицию. То есть все это в каком-то, ну, как это сказать, все это очень важно. Потому что не делать этого, соответственно, ее и построят. Но если мы будем что-то делать, бороться за то, что это самое, возможно, ситуация и как бы поменяется. Потому что любую атомную станцию можно закрыть на любом этапе. Просто у нас по контракту с российской стороной, почему, может быть, сейчас, значит, вот это вот строительство затягивается? Мы должны 600 миллионов платить по кредиту, когда мы ее запускаем. С учетом того, что вот сейчас идут эти все переговоры, там это самое, есть ли у нас такие деньги платить по этому кредиту? Нам нужно решить проблему захоронения отходов. Если мы делаем это на своей территории, нам еще нужно 3,5 миллиарда, чтобы заплатить за это хранилище. С Российской Федерацией у нас нет подписанного соглашения о том, что они нам будут это перерабатывать, эти отходы. Соответственно, мы будем опять же зависеть этого самого, если запустим ее, а не будет этого соглашения, потому что понятно, что через 2 года нужно достать этот стержень с атомной станции, нужно его где-то хранить. А у нас нету даже спроектированной площадки на атомной станции по поводу того, что это хранить. Вот эти все вопросы нужно озвучивать и нужно говорить. И, может быть, тогда, я еще раз повторю, что в мире были проекты, когда атомная станция закрывалась буквально там, чуть не там в последний момент. И вот как раз-таки сейчас такой идет период, и мы должны тоже как бы вот эти все позиции озвучивать, чтобы это слышали люди и понимали то, что происходит. То есть, потому что на сегодняшний момент дешевле ее не достроить, чем, скажем, построить и потом нести еще вот эти все, значит, финансовые, всю эту нагрузку, зависимость по ядерному топливу и, опять же, куда мы будем продавать эту электроэнергию. А если мы не будем продавать электроэнергию, зачем нам столько электроэнергии, которую не за кого будет платить? Соответственно, это все перейдет, значит, на плечи граждан, и у нас электроэнергия не будет такой, скажем, дешевой. Это тоже один вариант. Вот это, я думаю, в каком-то ключе это понимают, может быть, там и в правительстве, они там другое. Но есть, конечно, там лоббисты Минэнергии, которые это самое, но все-таки тут нужно разбираться в этих процессах. Поэтому я считаю, что, в принципе, вот если это говорить, вернуться там к депутату парламента, как раз-таки этот депутат и должен об этом говорить. Вернемся яшчэ да палітычнага складніка. Ўсё ж таки займацца экалагічнымі праблемамі, пытаннямі гэта адно, займацца палітыкай крыху іншае. Ці ёсць рэсурсы, структуры, колькі ўвогуле людзей у партыі? Вот вы сказали, что одна толькі зарэгістраваная как бы ячейка, так бы мовіць, у Гомелі, і ўсё. А калі мы гаворым пра прэзідэнцкія выбары, трэба ахапіць усю краіну. Вот есть ресурс? Смотрите, если говорить о списочном составе там белорусских зеленых, то у нас больше, чем у социал-демократов. Но у социал-демократов есть регионы, есть активисты в этих регионах и есть люди. Мы поставим на учет все региональные структуры. У нас там есть там спящие как бы люди, которые, может быть, не сильно активны. Мы нарастим эти регионы в плане там количественных, там людей, которые будут этим заниматься. Мы постараемся для них провести там мероприятия, заниматься их там проблемами и нарастить вот эту вот мощь, которую я говорю, и войти в тройку по, скажем, по своему потенциалу, по структурности, как бы к другим демократическим организациям, таким как УГП, там, социал-демократы. И, в принципе, и вот эти 5 лет как раз-таки в этом направлении будет развиваться партия, мы этим будем заниматься. И в 2025 году мы будем достаточно конкурентны в плане, скажем, политической силы, значит, и будем готовы бороться, да, и выставлять своего кандидата.
Вы узгадалі сацыял-дэмакратаў. Гэта так, я ведаю, што у вас дастаткова блізкія адносіны і з лідарам партыі, і з партыяй міжпартыйных, так бы мовіць. Можна казаць, што рыхтуецца такая кааліцыя, раз уже нарэшце партия вырашила стать сапраўднай палітычнай партией? Пока мы, конечно, взаимодействуем и скажем, на личном, там, дружеском отношении у нас есть хорошие контакты. И у нас есть такое соглашение по тем направлениям, которые наши партии, вместе продвигают. Это, там, допустим, независимость, там, другие варианты. То есть, да, у нас сложилось достаточно интересный там момент в плане, скажем, коммуникации, но я не знаю, насколько это будет лежать в плане там политической конкуренции, либо там еще что-то. Вот. Я думаю, что, в принципе, здесь пока нечего делить, и мы готовы... Не про конкуренцию, про коалицию. Вот есть же правоцентристская коалиция. Про политическую коалицию сейчас, скажем, на 2020 год никто не будет говорить ни про какие коалиции, потому что все-таки будет ставка делаться на, скажем, единую позицию по поводу кандидата. Поэтому говорить там в ближайшие перспективы про коалиционные вещи я бы не стал, а дальше, будем смотреть. То есть, нужна ли нам коалиция, либо мы должны, как-то координировать свои действия, не объявляя о том, что мы все-таки, скажем, в какой-то коалиции, там еще что-то. Если у нас единая, скажем, ценность есть, которая нас объединяет, это социальная справедливость, что у социал-демократов, что у зеленых, и совпадают ценности. И эти ценности будем отстаивать, если нам будет нужно противодействовать, там, допустим, правоцентристам, в которых более там либеральные ценности, хотя мы тоже за реформы. Вот. По идеологии вы больше такие леваки, так, да. марксисты. Нет, не марксисты. Мы больше зеленые, и я говорю, что все-таки мы зеленая партия, и вот, но, конечно, социальный аспект в партии будет присутствовать дальше, и здесь пока ничего стратегически не меняется. Дякую вялікім. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў Дмітрый Кучук, новоабраны лідар партыі «Зялёныя», і расказаў пра палітычныя змены ўнутры партыі, змену прыярытэтаў палітычных. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.